Адлан, посмотри, пожалуйста, что стало нашим цветком? Почему он такой грустный? Ой, мы ж забыли его полить, когда все ушли на выходные. Какая беда, ведь без воды все живое погибнет на земле. Адлан, а для чего нужна вода? И откуда она появляется? Без воды ничего не может жить. Не расцветают цветы, деревья. Животные не могут утолить жажду, человек тоже. Без воды он может погибнуть. Правильно говоришь. Вода нужна всему живому организму. Вот рыбка, кузнечик и человек. Молодец, правильно говоришь. Глубоко под землей, в подземных резервуарах, там, где есть много подземных рек, озер. Да, Адлан, есть такие. Там очень много запаса воды. Но как же они поступают наверх? Ой, я буду урбанной, я знаю, когда вода находит щелочку на земле, или же во время землетрясения происходит небольшой раскол земной коры. И вода с этих расщелин поступает наверх. Вот так вот. Вот Вода. так вот. Вода. Что делает вода? Брызгает. Нет, не брызгает, она как? Она стекает с гор, да? Они стекают с гор, с маленьких расщелин. Смотри, вот. И эта подземная вода поднимается. И что получается? Солнышко греет. Солнышко греет, или же во время яркого солнца вода нагревается и превращается в пар. Угу. А дальше они потом что собираются? Собираются в тучки, да? Да. И? Каплики собираются, тучки, охлаждаются, становятся холодно, и тяжелые каплики попадают обратно на землю. Вот. В виде чего попадают? Дождь. В виде дождя попадает, правильно. А вдруг, если холодно, если очень морозно, что у нас вместо дождя идет? А, снег, конечно, выйду. Правильно, вместо дождя у нас идет снег. Смотри, когда холодно, у нас снег идет. Потому что получается? Капельки дождя высоко-высоко в небе, да, капельки воды, они кристаллизуются в лед, в снежинки и идут снегом, смотрите, на землю. А дальше опять светит солнышко, снег, соприкасаясь с землей, на земле, он тает, и обратно у нас идут ручейки воды. Видишь? Тают ручейки, и вода опять превращается во что, Адлан? Вода что делает? Вода уходит опять в недр земли, да? И оттуда идут подземные воды. И так вот круговорот, водичка бегает вокруг круга. Как называется это явление? Круг воды в природе. Посмотри, а наши цветы завяли. Возьми свой пульверизатор, давай с ним побрызгаем вместе, чтобы они открылись. Брызгай, брызгай. Они уже... Вот видишь, они открываются, они оживают, да? Да. Вот видишь, ничего без воды не может и что сделать? Прожить. Вот, видишь, они открываются. Вода нужна каждому живому организму. Вот. А вы, Трубаны, мы забыли наш полив цветов. Полей наш цветочек, чтобы он тоже ожил. Вот, молодец. Смотри, цветочек наш уже и улыбается тебе. Это явление называется круговорот воды в природе. Правильно, Адлан. Адлан, спасибо тебе большое. Мы сегодня с тобой плодотворно поработали и узнали, что значит круговорот воды в природе.